Под его хиты танцевали наши родители. Он собирал стадионы фанатов. Настоящая легенда 90-х и кумир миллионов. Его слушают по сей день. Уже интересно, о ком идет речь? Олег Газманов. Многим он запомнился умением делать сальто прямо на сцене. И в свои 69 продолжает это делать. В Уфу Олег Михайлович приехал на фестиваль «Сердце Евразии», чтобы удивить уфимских зрителей. А пока ехал, написал еще 2 новых хита. Это неудивительно, ведь он мировой артист, и его знают родители каждого из нас. За свою карьеру Газманов получил десятки престижных наград. Например, стал заслуженным и народным артистом Российской Федерации. Сейчас многие исполнители перебираются в социальную сеть ТикТок. Что вы об этом думаете? Я об этом думаю, что я согласен. Многие исполнители, видимо, перебираются в социальную сеть ТикТок. А сами бы хотели туда снимать? Не-а. Я просто уже так загружен. Я вот в Инстаграм, в Твиттере читаю и разные там короткие сообщения. Что еще там? В Фейсбук я делаю такое, репосты. А как карантин повлиял на вашу жизнь и на ваше творчество? Я соскучился по концертам, во-первых. Во-вторых, я доделал свою студию наконец. Я теперь и видео, студия для трансляции. Могу стримить, могу концерты петь туда, значит, онлайн. Вот. И доделал свою аудиостудию. И даже уже записал пару новых песен. Вы были звездным вожатым в Артеке. Каково это было? В Артеке у меня неплохо получилось, потому что как бы, там было не так много у меня в подчинении как бы, детей. Но они уже были достаточно взрослыми ребятами. Я вот вспомнил, как я был физруком. Я мастер спорта по гимнастике. Меня попросили ввести зарядки для школьников. Их было 70 человек. Все было хорошо, пока меня не попросили поехать в пионерский, типа в такой лагерь с этими ребятами. И когда все учителя и вожатые, значит, начали варить кашу для них, они говорят, а вы с ними сходите искупаться. После этого у меня чуть не отвалилась правая нога. Как ты думаешь, почему? Вопрос на засыпку. Не могу никаких предположений строить. 70 человек умножь на 3 пендаля каждому. Понял? Понял, да? Когда эта вся свора от 1 до 10 класса ломанулась просто в море, это было в Прибалтике на Куршской косе, я понял, что кто-нибудь потопнет, и меня просто вздернут. Но зато все остались живы. Вот такой был случай. Очень интересный и веселый случай. Данил Ихсанов. Олег Газманов. Специально для горы новостей. Точно.